Здравствуйте, меня зовут Искандер Асулевич Саидбаталов, кандидат филологических наук, доцент Башкирского государственного университета. Сегодня мы поговорим о диалектах башкирского языка. Прежде чем приступить, собственно, к разговору о диалектах, нужно дать определение тем ключевым понятиям, с которыми мы сегодня будем работать. Под диалектом, как правило, понимается разновидность того или иного языка, функционирование которой ограничено различными факторами. Это могут быть факторы социальные, возраст, социальная группа, профессиональная группа и так далее. И тогда речь идет о социальных диалектах. Это могут быть факторы территориальные, и тогда речь идет о территориальных диалектах. И, наконец, встречаются также этнолекты, то есть диалекты, распространенные среди определенных этнических групп. Применительно к башкирской диалектологии речь всегда идет о территориальных диалектах. В языкознании существует достаточно серьезная проблема язык или диалект. То есть существует проблема в разграничении понятий язык и диалект. С чем это связано? Связано это с тем, что, собственно, на вычленение тех или иных территориальных, прежде всего, разновидностей языка влияют экстралингвистические, внеязыковые факторы. К ним относятся самосознание носителей того или иного, той или иной разновидности языка, официальный ее статус и некоторые другие исторически сложившиеся факторы. И, соответственно, строгих, собственно, научных методов разграничения языка и диалекта, разграничения таксономических единиц внутри языковых систем, их не так много. Одним из ключевых и одним из наиболее успешно работающих методов разграничения, методов выделения диалектов и разграничения языков и диалектов является статистический анализ списков Сводиша. Списки Сводиша – это списки из 100 или 200 наиболее ключевых, наиболее консервативных понятий, которые не изменяются в рамках определенного языка, и, соответственно, исчезновение одного слова из этого списка показывает определенный шаг, определенный хронологический этап, на котором происходит разделение языковых разновидностей. И анализ списка Сводиша как раз-таки и показывает, насколько близко или далеко родство тех или иных языковых разновидностей, языков или диалектов. Как правило, о диалектах в рамках одного языка речь идет тогда, когда в списке Сводиша совпадает больше 92 слов. Меньше 92 слов – это уже разные языки, больше 92 слов, скорее всего, это разновидности одного языка. В силу того, что на разграничение языков и диалектов влияют также исторические факторы, существование того или иного народа или этнической группы государства, законодательное регулирование языка и некоторые другие вещи, то для обозначения языковых разновидностей в нейтральных контекстах, безотносительно того, считаются они языком или считаются они диалектом под действием экстралингвистических факторов, под действием традиции или исторических обстоятельств, используется также термин «идиом». Мы будем оперировать и термином «язык», и термином «диалект», и термином «идиом». Таксономические единицы внутри башкирской диалектологии иерархичны, то есть есть, собственно, язык, общенародный разговорный башкирский язык, есть его литературная форма, литературный башкирский язык или стандартный башкирский язык, который подразделяется на три основных диалекта, которые, в свою очередь, делятся на говоры. Диалект отличается от говора тем, что это крупная территориальная разновидность языка, в данном случае башкирского, которая функционирует на определенной территории и обладает устойчивым набором лингвистических характеристик, отличающих его как от других подобного этого же уровня единиц, так и от литературного языка. Говор – это разновидность языка, распространенная на компактной, как правило, достаточно узкой территории и однородная в плане отличных особенностей, в плане уникальных особенностей на всех уровнях языковой системы. То есть на фонетическом, на морфологическом, на синтаксическом и лексическом уровнях. Исследование башкирского языка, исследование башкирского языка как целостной системы разговорных идиомов, исследование его территориальных разновидностей началось в середине XIX века.
Первые записи башкирской народной речи, первые попытки ее зафиксировать с помощью еще арабского алфавита содержатся в работах преподавателей Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Это работы просветителей Мартиниана Иванова, Салихджана Кукляшева и Мерсалиха Бекчурина. Однако, так как эти исследователи не ставили перед собой цели описать как систему, собственно, башкирский разговорный язык в целостности, в целом они приводили только отдельные факты, отдельные черты, отдельные особенности, свойственные прежде всего башкирским говорам и диалектам, распространенным на юге Башкортостана, на территориях, непосредственно прилегающих к Оренбургу, где все эти деятели работали. Первая попытка систематически описать башкирские диалекты, башкирский язык как диалектную систему, была предпринята в 1881 году русским филологом, фольклористом, переводчиком Александром Григорьевичем Бессоновым. Однако целью самого Бессонова было прежде всего описать наречие, как он называл его, казанских татар и ближайшие к нему разговорные идиомы других тюркских народов. И, соответственно, Бессонов, хотя и дал достаточно подробную классификацию башкирских говоров в привязке к территории, но, опять же, целостной и целой картины у него не получилось. Бессонов отметил только, что разговорный язык башкир можно подразделить на два варианта, на два типа, на луговое наречие, распространенное в Уфимской и Пермской губерниях, и на горное наречие, распространенное в Оренбургской губернии. Бессонов был представителем еще романтической школы русского языкознания. Он считал, что существуют или существовали, по крайней мере в прошлом, чистые, не смешанные с другими языками языки, и, соответственно, считал, что наиболее чистым, наиболее архаичным, наиболее своеобразным вариантом башкирского языка является наречие горных башкир, проживающих в Оренбургской губернии. То, что сегодня называется восточным диалектом. И в дальнейшем это представление, сформированное Бессоновым, очень долго тиражировалось и распространялось вплоть до середины XX века. Нужно отметить, что с точки зрения современной лингвистики построения Бессонова были не вполне верными. В самом конце XIX века на западе Башкирии дважды в лингвистической и фольклорной экспедиции работал Николай Федорович Катанов, выдающийся хакасский ученый, один из основоположников научной тюркологии в России, один из наиболее ярких, пожалуй, исследователей живых тюркских языков, работавших в XIX веке. Катанов работал на территории Мензелинского и Белебеевского уездов Уфимской губернии, составил достаточно ценный корпус фольклорных и чисто языковедческих записей, однако, так как он тоже, как и Бессонов, не ставил перед собой цели описать в целом весь башкирский язык, то наблюдения Катанова являются очень ценными, но, опять же, остаются фрагментарными. Точно такими же фрагментарными являются и языковые наблюдения, записи, сделанные в начале XX века венгерским путешественником и тюркологом Вильмашем Прёле. Он работал в башкирских аулах в долине реки Демы, он оставил достаточно большой корпус наблюдений над социолингвистической ситуацией общения на башкирском языке, то есть как сами башкиры воспринимают свой разговорный язык, но это, опять же, работы, имеющие характер этюда. То есть это очень быстрые, очень краткие и далеко не всегда точные наблюдения. Говоря о диалектологических исследованиях дореволюционного времени и о башкирском языке в это время, нужно отдавать себе отчет в том, что башкирский язык до революции функционировал только как народно-разговорный язык, как язык общения межличностного, как язык общения между представителями обычного, скажем так, простого народа и как язык фольклора.
В качестве литературного использовался письменный язык тюрки, общий для целого ряда тюркских народов, исповедующих ислам, которые проживали от восточного Туркестана на территории нынешнего Китая вплоть до Балканского полуострова на западе. И только после революции, только после того, как была создана Республика Башкортостан, башкирская автономия, возник вопрос о том, что необходим литературный язык, основанный на народной речи. И только в 1923 году Башкирский Центральный исполнительный комитет принял решение, что с 1923 года печать, литературу, систему образования, систему культуры необходимо перевести на литературный башкирский язык, основанный по бессоновским же представлениям, на основе бессоновских представлений на восточном диалекте башкирского языка, на так называемом горном наречии. В 20-е годы шли достаточно продолжительные, достаточно жесткие дискуссии о том, на чем должен основываться литературный язык, и диалектная база литературного языка в конце концов была расширена за счет включения также в него элементов южного диалекта. Но нужно отметить, что хотя литературный язык был декретирован, хотя разработка его норм велась достаточно высокими темпами и достаточно успешно, печатались учебники, орфографические словари и так далее, сам по себе башкирский язык как живая разговорная система был еще крайне мало изучен. Перелом в этой ситуации начался в 1928 году, когда в составе комплексной академической экспедиции Академии наук Советского Союза в Башкирию прибыл выдающийся тюрколог, фактически основоположник современного башкирского языкознания Николай Константинович Дмитриев, в будущем профессор. Под руководством Дмитриева был создан диалектологический отряд академической экспедиции, и в течение нескольких летних месяцев 1928 года экспедиция под руководством Дмитриева работала в восточной горной части Башкирии, собирая диалектные данные по заранее подготовленной анкете, пользуясь уже вполне научно обоснованными, вполне релевантными и последовательными методиками для изучения народно-разговорной речи. Сам Дмитриев по мотивам, по материалам этой экспедиции написал целую серию достаточно актуальных до сих пор статей, посвященных разным сторонам башкирского языкознания. А диалектологи, работавшие под его руководством, продолжили свои исследования, продолжили свою деятельность по всей территории автономной Башкирии и сопредельных областей, и к середине 30-х годов 20 века они уже сформировали достаточно четкое представление о том, как классифицировать башкирскую народную речь и какие единицы в рамках этой народной речи могут быть выделены. Ключевую роль в дореволюционной башкирской диалектологии сыграл поистине выдающийся лингвист, очень тонкий, очень последовательный, интересный исследователь Габбас Ягафарович Давлетшин. Сперва, еще в 20-е годы, Габбас Давлетшин исходил из того, что возможна классификация башкирских говоров на основе традиционного родового кланового деления башкирского общества. То есть он считал, что могут быть выделены языки, диалекты башкир рода Мин, диалекты башкир рода Юрматы и так далее. Практика показала, что за очень редкими исключениями языковые границы и клановые границы в башкирском обществе у башкирского народа не совпадают. Как правило, представители одной клановой структуры говорят на нескольких говорах или даже нескольких диалектах, а говоры, в свою очередь, могут охватывать в своей территории сразу несколько клановых единиц. В дальнейшем Габбас Ягафарович Давлетшин постепенно отошел от идеи того, что можно классифицировать диалекты и привязать диалекты к единицам клановой структуры башкирского общества, и постепенно он пришел к идее того, что определенные компактные территории характеризуются у башкир, как правило, определенными типами речи. И постепенно, по мере накопления материала, он до конца жизни
а жизнь его оборвалась трагически, он был репрессирован и казнен в 1937 году, продолжал расширять вот эту картину выделяемых им говоров и описываемых им явлений. В середине 30-х годов, около 1935-36 года, исследование территории Башкирии, исследование территории распространения башкирского языка было в целом впервые комплексно завершено. Надо сказать, что диалектологические экспедиции, как под руководством Дмитриева, так и проводившиеся его учениками, имели прикладные цели. То есть они не ставили перед собой задачу просто взять и описать башкирские диалекты. Они ставили перед собой задачу, во-первых, выяснить, на каких литературных языках можно вести преподавание в школах на тех или иных территориях. И кроме того, они ставили перед собой задачу сбора грамматического и особенно лексического материала, словарного материала для пополнения словарного фонда литературного башкирского языка. Поэтому крупных обобщающих работ по башкирской диалектологии в 30-е годы не создавалось и, по-видимому, не планировалось. Исследования были прикладными. Тем не менее, на уровне школьных учебников, на уровне вузовских учебников результаты диалектологических исследований достаточно четко обобщались и достаточно четко и последовательно были представлены. Выяснилось, что башкирские диалекты и башкирские говоры можно классифицировать на двух уровнях по двум критериям. По наиболее ярким фонетическим чертам, и тогда в составе башкирского языка в тогдашней 30-х годов терминологии можно было выделить 6 или 7 основных наречий. Именно по фонетике, по тому, как реализуются основные фонетические черты, основные черты звукового строя. Другая основа, другой критерий для классификации башкирских диалектов и говоров был морфологический, то есть поведение основных словообразующих и словоизменяющих аффиксов в слове. На основе морфологического критерия впервые были выделены 3 основных диалекта, 3 крупных в терминологии 30-х годов наречия башкирского языка. Восточное, оно характеризовалось тем, что словообразующие и словоизменительные аффиксы выступали в 4 фонетических вариантах, в 4 звуковых вариантах, в зависимости от предыдущей согласной или гласной. То есть после гласной использовался аффикс множественного числа лар, например, отцы оталар. После глухих согласных аффикс тар, оттар, лошади. После звонких согласных использовался аффикс вар, малайдар, мальчики. И, наконец, после носовых согласных использовался аффикс дар, например, ельдар, ветра. По этому же критерию, по вариативности аффиксов ему, то есть восточному диалекту, достаточно четко противостоял диалект южный, в котором аффиксы выступали только в 2 фонетических вариантах: на «не» после сонорных «таңнар», «зори» и на «ле» после всех остальных — «атлар», «гайрлар», «малайлар» и так далее. Северо-западный диалект, северо-западное наречие башкирского языка тогда же выделялось, но уже на основании того, что при южной грамматике там была достаточно своеобразная фонетика. О ней мы еще скажем. И в таком вот двухуровневом виде башкирская диалектология, классификация башкирских говоров и диалектов продолжала существовать вплоть до 1955 года. В этом году, в 1955 году, был опубликован первый обобщающий труд по башкирской диалектологии «Башкирские диалекты в их отношении к литературному языку» авторства Тагира Галямовича Баишева. Баишев как раз в законченной форме, в законченном таком аргументированном виде представил вот эту двойную классификацию башкирских диалектов и говоров.
по фонетике и по морфологии. Хотя классификация Тагира Галямовича Баишева, она очень точна, она вполне научна, но тем не менее башкирские языковеды сталкивались с необходимостью того, что все-таки для описания диалектов и говоров необходим единый набор критериев, необходима такая одноуровневая классификация, которая учитывала бы все черты языковой системы. В 1958 году Джалиль Гиниятович Киикбаев, доктор филологических наук, выдающийся лингвист, впервые предложил комплексную классификацию, в которой говоры бы выделялись на основе компактности территории и устойчивости сразу комплекса черт, как фонетических, так и морфологических. И, собственно, классификация Киикбаева с многочисленными уточнениями и дополнениями функционирует до сих пор. В 60-е и 70-е годы уже на новых, уже более современных данных, на основании новых языковедческих анкет, на основании новых вопросников по всей Башкирии работало целый ряд экспедиций, как вузовских, так и от академических учреждений. И к концу 70-х годов были накоплены достаточно обширные сведения, обновленные сведения по разговорной речи башкир на всей территории проживания башкирского народа, и было составлено 3 крупных монографических труда, в которых результаты этих изысканий были обобщены. Доктор филологических наук, профессор Нажибаха Ирзамановна Максютова стала автором изданной в Москве в 1976 году монографии «Восточный диалект башкирского языка». Доктор филологических наук Сырья Фазуловна Мержанова опубликовала монографии, посвященные южному диалекту в 1979 году, и в 1990 году монографию, посвященную комплексному описанию северо-западного диалекта. После них в 90-е нулевые годы исследование башкирских диалектов продолжалось, но оно уже было направлено не на комплексное описание целиком башкирской речи или крупных составляющих ее единиц, а на уточнение границ между говорами, на выделение отдельных еще говоров, на описание отдельных черт тех или иных диалектов. Но в целом в настоящее время применяется классификация, основы которой были заложены Джалилем Киикбаевым и продолжены Максютовой и Мержановой. Чем же характеризуются, собственно, сами башкирские диалекты? Восточный диалект характеризуется уже упомянутой 4-вариантной системой аффиксов, которая пронизывает не только собственно, аффиксы множественности, но и словообразовательные аффиксы глаголов, прилагательных и существительных, то есть глаголы, аффиксы, образующие глагол, выступают также в 4 вариантах. Ердау – петь, хюйдау – говорить. В литературном языке вариант только один на «л» – ерлау, хюйляу. Старость – карттык, в литературном языке картлык и так далее. То есть 4-вариантная система аффиксов, она пронизывает абсолютно всю систему восточного диалекта. В составе восточного диалекта выделяется 6 говоров. Это наиболее вариативный, скажем так, из башкирских диалектов, каждый из которых характеризуется своим собственным уникальным таким набором фонетических, лексических и морфологических черт. Восточный диалект распространен на территории 5 районов северо-востока Башкортостана, на территории восточных районов и горных районов нашей республики, то есть это Учелинский, восточная часть Белорецкого, весь Бурзянский, весь Абзелиловский, северная часть Баймакского районов, а также Челябинская и Курганские области. Помимо 4-вариантной системы аффиксов, восточный диалект характеризуется также фонетическим явлением жоканья, то есть в ряде слов и в ряде говоров, особенно на территории Челябинской области, функционирует фонема «ж».
лето жай, число 7 жите или жиде, собрание жиен и так далее. Это достаточно яркая такая тоже черта, которая выделяет восточный диалект из числа других диалектов. Южный диалект башкирского языка распространен на территории Башкортостана. Эта территория расходится таким клином к югу от города Уфы, охватывая южные, западные, центральные районы нашей республики, а также территории с проживанием башкирского населения на территории Оренбуржья, Самарской и Саратовской областей. Этот диалект характеризуется тем, что словообразовательные и словоизменительные аффиксы функционируют в двух вариантах. После носовых согласных, после сонорных на «н», урманнар, леса, в восточном диалекте и в литературном языке урмандар, и во всех остальных случаях используется аффикс лар и аффиксы на «л». Кроме того, южный диалект характеризуется тем, что в нем последовательно практически во всех говорах проявляется ёканье, то есть во всех позициях в начале слова и в начале морфемы используется согласное «е». Яй – лето, ете – 7, еен – собрание. И, наконец, северо-западный диалект охватывает всю остальную территорию Башкирии, то есть, если взглянуть на карту, то это территория к северу и к западу от города Уфы, а также территории с башкирским населением в Пермском крае, это Бардымские, Осинские и Пермские районы, и южные районы Свердловской области. Он характеризуется тем, что грамматика, то есть морфологические показатели в нем в целом остаются южными, но при этом в нем не завершились те фонетические процессы, которые характерны для восточного диалекта, южного диалекта и литературного языка. Что это за процессы? Первый такой ключевой фонетический процесс, определяющий своеобразие башкирской речи, своеобразие башкирского языка, это утрата общетюркской согласной «ч» и переход ее в «с», который в свою очередь повлек то, что общетюркская «с» перешла в башкирском языке в разных диалектах сразу в два звука. В межзубный «th» внутри слова и в конце, и в гортанный спирант «х» в начале слов и в начале морфем. Разные диалекты, разные говоры отобразили этот процесс по-разному, то есть где-то он полностью завершился. Например, в самом южном ареале южного диалекта там и «th», и «х» слились в один звук в «х». Но большинство говоров, они как раз-таки застали разные стадии этого перехода, как в восточном диалекте, так и в южном. На северо-западе этот процесс только начался, то есть разные говоры северо-западного диалекта либо сохраняют общетюркскую «ч» в виде мягкого шипящего звука, похожего на русскую «ща», либо отображают ее дальнейшие такие сдвиги, но общебашкирского перехода в нем не произошло. То есть в нем сохранилась общетюркская «с», в нем не возникло межзубных звуков, и, соответственно, он по своим фонетическим чертам отстоит достаточно далеко от двух других башкирских диалектов. При этом каждый из говоров северо-западного диалекта, он по-своему отобразил разные стадии этого процесса. То есть в нижнебельско-икском говоре, который распространен на западе нашей республики, общетюркская «ч» перешла в мягкий шипящий звук «щ». Приведем пример, самый такой типичный, пожалуй, пример, всем известное слово «чай», по-русски «чай», по-башкирски на говорах южного или восточного диалекта «сяй», на нижнебельско-икском «щай». Гайнинский говор ушел чуточку дальше, он распространен в Пермском крае, и в нем
этот звук реализуется как очень мягкая, такая очень беглая «ш». Гайнинцы говорят не «чай» и не «щай», они говорят «щай». Ну, там очень-очень тонкая такая фонетическая черта. На территории таныбского говора, распространенного на севере нашей республики, в бассейне реки Таныб, возникла своеобразная такая переходная фонема, своеобразная переходная согласная «ся», «сяй». То есть это уже не «ч» и не «ш», но еще не «с». И, наконец, в караидельском говоре, распространенном в Аскинском и Караидельском районах, этот переход завершился, но перехода «с» в межзубную или в гортанный спирант еще не начался. То есть там говорят «сяй», «чай», «кися» вчера, но при этом «th» и «х» тоже нет. То есть вода у караидельцев будет «соу». В этом состоят такие основные особенности, основные черты трех башкирских диалектов. Для чего нужно исследовать диалекты? Прежде всего для того, чтобы понимать, какие процессы языковые, исторические привели к формированию современных языков в том виде, в каком мы их сегодня наблюдаем. Помимо этого, изучение диалектов позволяет уточнить генетическую классификацию того или иного ныне существующего языка, позволяет уточнить вопросы его родства, истоки его формирования и реконструировать его праязыковые, более ранние состояния. Кроме того, диалекты воспринимались в советское время и зачастую воспринимаются в настоящее время как источники для обогащения, расширения выразительного и изобразительного арсенала литературных языков. То есть каждый писатель, а в случае с башкирской литературой любой носитель башкирского языка, он носитель не только литературной нормы, но и диалектов, вносит в литературный язык что-то свое и тем самым его обогащает и расширяет его возможности. И, наконец, диалекты — это еще и такое живое, естественное состояние народной речи до того, как на нее начали воздействовать с помощью разного рода социальных, общественных, регулирующих институтов. И, соответственно, диалекты — это вот то изначальное состояние, то первоначальное состояние народного языка, которое тоже по-своему ценно, по-своему уникально и нуждается в уважении и заботе. Хотя большая часть эмпирических данных, характеризующих башкирские народные говоры и диалекты, была собрана еще в середине или во второй трети XX века, нельзя считать, что диалектологические исследования не актуальны или уже завершены. Почему? Потому что возникают новые лингвистические методы, возникают новые языковедческие задачи, и диалектный материал позволяет по-новому их решать. То есть сейчас диалекты исследуются не только с целью эмпирического описания того, как выглядит народная речь на той или иной территории и как она может служить обогащению литературного языка, но и с позиции, народная речь, исследуется также с позиции того, как она характеризует языки с точки зрения их генетической принадлежности, то есть их родства, их более ранних языковых связей и их происхождение в историческом плане. Сейчас языкознание достаточно активно оперирует большими данными, то есть крупными анкетами, массивами языковых данных, которые исследуются средствами компьютерной лингвистики и математического моделирования. И, соответственно, диалектный материал позволяет по-новому взглянуть на генетическую классификацию, на развитие тех или иных языковых семей, на развитие тех или иных языков, позволяет увидеть их по-новому в значительно более широкой исторической и лингвистической перспективе. И современные исследования диалектов и говоров, в том числе и башкирского языка, но и в целом в тюркологии, они как раз привязаны к большим данным и к тому,
как может быть реконструировано праязыковое состояние башкирского языка и ближайших к нему языков, а также к тому, как взаимодействовали, как развивались, как возникали те разновидности башкирского языка и других тюркских языков в течение последней тысячи лет. И, соответственно, в этой области, в области такой цифровой, основанной на математическом моделировании и больших данных диалектологии, есть еще достаточно большой потенциал для дальнейшего развития и есть серьезный потенциал для, не побоюсь этого слова, научных открытий. Спасибо большое за внимание.